Здравствуйте, я Виктория Заринская, представляю остров Лансароте, Министерство по туризму и принимающую компанию. Тут меня попросили рассказать, как же я попала на этот остров, который, кстати, мало кто знает, потому что когда говорят о Канарах, говорят, как правило, о Тенерифе или Гран-Канарии. А помимо этого, собственно говоря, Канарские острова состоят из 7 островов, и каждый очень разный. Побывав на одном острове, совершенно не факт, что вы узнаете все острова. И у каждого своя история, как кто попадает на эти острова. Ну, я в свое время, это было очень давно, где-то 25 лет назад я попала в Германию, а через 5 лет, мне надоела эта холодная погода, когда один день хорошо, солнышко светит, а потом все это противно, холодно, ужасно и темно. И вот как-то в декабре я поняла, что жизнь, очень какая-то скучная, надо куда-то лететь. И пришла тогда в одно из туристических бюро и сказала: вы знаете, у меня не очень много денег, но очень хочется к солнцу и к морю, декабрь месяц. Они сказали: ну, у вас шанс, либо Марокко, куда мы вас не отправим, либо вот такой вот, и что-то назвали. Мне было все равно, я сказала: море есть, есть, солнце есть, есть, летите. Я полетела. И вот именно тогда, когда в декабре месяце с холодной, дождливой, серой Германии самолет приземлился через 4,5 часа на взлетную полосу, а она находилась на море, то есть приземляешься ты в море, которое сверкает солнцем. Я поняла, что вот оно счастье в жизни, и я буду здесь. Я провела там 2 недели. Я из гостиницы спускалась вниз, закапывалась, как черепаха в песок в декабре месяце. Просыпалась от того, что на меня набегали волны. Была прохладная температура, где-то 21 градус в декабре. Вот, но мне это так все понравилось. Потом меня раскопали какие-то ближайшие, лежащие ко мне туристы и сказали: ты уже несколько дней лежишь, просто не двигаешься, давай поедем по острову. И мне показали остров. Маленький, очаровательный, элегантный вулканический остров. Он вообще маленький, 62 в длину, 22 в ширину, в самом широком месте. Там 300 вулканов. Но это единственный остров, настолько покоряющий своей элегантностью. И это остров, оформленный художником. Там есть подземные пещеры, которые он оформил. Он просто взял и он назвал этот остров. Говорит, это черная жемчужина, которую надо повернуть, чтобы она засверкала всеми гранями. Вот там я живу уже 21 год.